только для того, чтобы какую-то пользу нести ну, в нашу страну. Но вот сейчас вот за последнее время я наблюдаю такую ситуацию, что у нас начинается очень серьезная проблема, которая возникла совершенно полгода-год назад. Наши соседи с Востока начинают вербовать нашу молодежь. Я так могу выразиться, потому что я это наблюдаю, я это вижу. Как это происходит, я вам могу объяснить. Это происходит так, сегодня заходит в эфир, человек разговаривает, молодой человек, 15-14 лет, сидит, смотрит его, подключается к нему в эфир, и начинается диалог. В этом диалоге узнается, что нашему парню, который живет в Абхазии, предлагают там место жительства, учебу бесплатную, машину, там, все, что может привлечь ребенка, который здесь не получает, может быть, от каких-то финансовых возможностей. Но я как предлагаю с этим бороться, мое личное мнение, я вижу это так, чтобы не то, что старшие там родители, да, которые будут ограничивать детей ТикТоком, там, Инстаграмом, Ютубом, а уже вносить это, я сам занимаюсь этим, то есть я бы заблокировал бы эту страницу, если можно было бы сделать так, чтобы заблокировать ТикТок, чтобы его не видели. И только из-за этой ситуации. Но решение мое такое, я предлагаю просто, у нас есть ребята, которые постоянно 24 часа сидят в этих эфирах и спорят, обсуждают и обмениваются нашими историями. Они свою историю говорят, мы свою историю говорим. Но есть ребята, которые совершенно неграмотны в этой ситуации. И они сидят и соглашаются с тем, что, с чем не надо соглашаться, то есть вообще то, что не было никогда в нашей стране. И это видит кто? Это видит молодежь. Это